Акцентировать надо, что у вас будет 5-минутка, где-то конкретный вопрос, типа. Давайте условный знак. Товарищи, Так, мы уже запись начали, давайте мы начнем. Товарищи, приветствую всех. Значит, мы сегодня проводим коворкинг на тему COVID-19. Он немножко поза нами. И очень удачно, как раз на прошлой неделе, по Первому каналу АТН был ролик обзора новостей, и там наконец прозвучали по белорусскому телевидению впервые с 2008 года, а тогда ведущий Новиков рассказал нам краткий рассказ. Поговорим сейчас о прививках. Один телезритель прислал мне письмо, в котором возмущается планами Запада провакцинировать против рака тотально и принудительно всех граждан бывшего СССР против рака. Он возмущается, этот телезритель, как, дескать, можно додуматься до такого сатанинского плана. Это, уважаемые телезрители, уже не план. Это уже реальная, объявленная биологическая война против всех нас, советских людей. Посмотрите, что произошло на Украине с принудительной вакцинацией от кори и краснухи. Как известно, сейчас Запад планирует раздробить Украину на 3 части – на восточную, на западную и отдельно Крым. И вот на этом фоне Запад вдруг неожиданно очень озаботился почему-то, чтобы молодежь Украины не заболела, оказывается, корью и краснухой. Чем вызван такой неожиданный прилив бескорыстной любви к украинскому населению, никто не может понять. Вот читаем сообщение, я цитирую. В планах медиков сделать прививки 9 миллионам молодых людей. Иммунизация населения Украины стала возможной при поддержке международных организаций, которые обеспечили Украину вакциной и оборудованием на сумму $5,3 миллиона США. Конец цитаты. И вот откуда такое неожиданное бескорыстие, спрашиваем мы? Оказывается, замешаны некие международные организации, те самые, которых постоянно, кстати, ловят в Африке и других частях света за распространение инфекционных болезней и СПИДа именно посредством прививок. В Африке уже 25% населения вымерло в корчах от болезней, связанных с отсутствием иммунитета, то есть от СПИДа. А в Африке, между прочим, довожу до вашего сведения, до 80-х годов вообще сроду не было никакого СПИДа, понимаете? А что, разве люди в Украине повально умирают от кори и краснухи? Нет, не умирают, и слава богу. Что, разве в Украине бушует смертельная опасность кори и краснухи? Нет, не бушует, и слава богу. Тогда какая такая срочная тотальная необходимость всех принудительно вакцинировать от кори и краснухи? Что за алиби? Люди в Украине гибнут на шахтах от отсутствия современного оборудования, а не от кори и краснухи. Вот это факт. Но читаем дальше сообщение, я снова цитирую. Массовые прививки от кори и краснухи Минздрав Украины совместно со Всемирной организацией здравоохранения и организацией ЮНИСЕФ собирались провести еще осенью минувшего года. Но в связи с тем, что в этот период проводилась вакцинация от гриппа и организм особо ослаблен, было принято решение перенести процесс на полгода. Конец цитаты. Чем ослаблен организм? Организм ослаблен как раз весной, а не осенью. Прививку против гриппа научно доказано сделать невозможно, нельзя, потому что эпидемия гриппа каждый год вызывается разным штаммом. Каждый студент-медик изучал в СССР еще на 2-м курсе по микробиологии, что прививку против вируса гриппа сделать нельзя, потому что вирус всегда разный, каждый год разный. Пусть по телевидению вот сейчас выступит хоть один лауреат Нобелевской премии по микробиологии и попробует оспорить этот факт. Речь шла про вакцины от гриппа, которые в странах третьего мира распространяются. Вот. И прозвучали более четкие вещи и про маски, и про экспериментальные вакцины, и про дикие меры, и про то, что, собственно, ковид протекал у подавляющего большинства людей как легкая простуда, у тех, у кого его вообще заметили.
Всемирная организация здравоохранения активно готовится ко всепланетарному буйству болезни X. Вирус где-то незримо, но неумолимо зреет, намереваясь начать свою убийственную жатву. Единственный способ для человечества выжить – это, конечно, молиться, но не богам, а ВОЗ. «Приди же, Тедрос Гебрейесус, владей нами, ну спаси». Приблизительно такова логика авторов пресловутого пандемического соглашения, о котором, надо полагать, многие даже не слышали, а оно, между тем, обещает радикальнейшим образом переменить жизнь землян, причем всех и каждого. Слово Олегу Романову. Удивительное дело, насколько быстро стерлось из людской памяти недавнее всепланетное административное безумие. Почти по всей Европе людей отправили под замок, а за простую прогулку по парку можно было схлопотать чудовищный штраф. В Британии, просто собравшись небольшой компанией на семейный рождественский ужин, скажем, вы рисковали расстаться с 20 тысячами фунтов. В Германии необходимо было либо раз в 3 суток делать ПЦР-тест, либо вакцинироваться. Просто для того, чтобы летать самолетами, ездить в автобусе или пойти в ресторан. В Италии невакцинированным запрещено было выходить на работу. Нарушителям полагался штраф в несколько тысяч евро. В Австралии и Новой Зеландии невакцинированного запросто отправляли на принудительный карантин. Полицейские надевали наручники и вывозили в загородный концлагерь. Еще удивительнее всеобщая забывчивость чиновников. Любая попытка найти виновников ковидного террора разбивается о бесстрастный ответ. Вакцинация была добровольной, карантин не являлся принудительным. А Всемирная организация здравоохранения до сих пор настаивает, что человечеству удалось спасти от самой страшной напасти, с которой оно сталкивалось на своем земном пути. Чума, испанка, оспа – все это детские игрушки в сравнении с 3-дневной простудой и температурой 38 градусов. За такое спасение стоило заплатить свободой, 2 годами жизни и разорением миллионов. Это прозвучало по белорусскому телевидению. И про это сказал русский поэт, что наш скорбный труд не пропал. Наш скорбный труд направленный на здравомыслие. Как говорил другой русский писатель, что все должно быть прекрасно. Если в нашей республике здравомыслящая политика в геополитическом плане, здравомыслящая политика внутренняя во всех отношениях, здравомыслящая социальная политика, медицинская политика тоже должна быть здравомыслящей, а не под диктовку инофонда. Собственно говоря, продумана была эта кампания мировым капиталом вполне заранее. Вот 3 сборника у меня в руках, кто читает по-английски, смогу дать, а кто по-русски, пожалуйста, тоже имеется. Это фонд Рокфеллера. Сценарии будущего, различные технологии, как что будет происходить. Май 2010 года. И вот, значит, предвидится эпидемия, когда будут большие карантины, будет большое недовольство, будет всякая большая лажа, в мире. И завершается вот это посвященное грядущей пандемии, значит, сценарий интересными словами. Вот. Говорится, что вот сценарий, всякий сценарий из всякого может быть, может выйти. Вот. Но что касается пандемии, в нас такое, я тут не буду отвлекаться на, кто ценитель английского языка, потом посмотрит. Значит, вот этот отрывочек про пандемию грядущую, там такие слова совершенно потрясающие. Типа, что в этом нашем уютном мире коренится в нас предчувствие, что, этот уютный мир, он рухнет, будет апсет. А это знаменитое слово идеолога глобофашизма, и сам по себе он вполне, кто там, сын или внук активного нациста из руководства НСДАП. Вот. Клаус Шваб, слово мы по-русски все слыхали, перезагрузка. Перезагрузка. Но по-русски оно звучит как-то все-таки слишком статично. Мы не понимаем всю нацистскую точность
тонкость и меткость этого выражения. Перезагрузка, мы видим, что кто-то что-то загружает, типа люди делом заняты. Upset по-английски это значит, гоп, мы привели в такой вид, как нам надо. Upset. Как на компьютере. Оп, нажали upset. Опа! И все исчезло с экрана. И станет так, как мы хотим. Хотим, включим такие функции. Хотим, включим такие функции. Перезагрузка мира. Это фонд Рокфеллер пишет в мае 2010 года, точно описывая все зверства карантина и сокращение ресурсов населения. Далее, есть такой центр Гопкинса в Америке. Так, значит, это звучит как какая-то фамилия с каких-то там советских юморесок про империалистов, но он действительно называется Гопкинс. И вот, значит, они нам предлагают пандемия СПАРС 25-28. Оно есть у нас на русском языке. Вот. И я рекомендую взять, почитать, и вы тут узнаете потрясающие вещи. Как только это было опубликовано, еще до того, как было у нас в русском мире, русскоязычные переводы, значит, профессор израильского университета Технион выступил с анализом этого дела и сказал, что то, что мы сейчас наблюдаем, ну вот это страшное, значит, принудительное ширяние, от которого сейчас в Израиле страшные последствия, мы перейдем, когда будем говорить о медицинской информации. Значит, היה בסמיכות לחיסון של פייזר, תעשי לנו קצת סדר במה מדובר. מחלה מאוד מאוד נדירה, שהיא מחלה אוטואימונית, כלומר הגוף יוצר נוגדנים לעצמו, וכתוצאה מכך הביטוי הוא יצירת קרישונים קטנים באיברים שונים, מוח, לב, ריאות, כליות, כלי דם בעור וכו'. מדובר במחלה שבצורה קלאסית היא מחלה קטלנית. 90% מהחולים היו נפטרים. היום בעזרת טיפולים חדשים שחייבים להיות מודעים למחלה ולתת אותם מהר ככל האפשר, רוב החולים מחלימים, פה ושם נשארים סיבוכים, אבל רוב החולים מחלימים ויוצאים על רגליהם מבית החולים. גידי, איך אתם מתחילים להבין שיש קשר בין החיסון למחלה הזאת? זאת אומרת, מה גורם לכם לבדוק את הקשר בין הדברים? מה הקטליזם? המחלה היא מאוד נדירה. ישנם בארץ כ2-3 מקרים לשנה בכל בית חולים. בחודש מרץ התחילו להגיע אלינו יותר מדי מקרים, ואז שאלנו למה. אנחנו בעצם גמרנו את הכמות השנתית בחודש אחד, וזה לא הגיוני. אז התחלנו לשאול מה משותף לכל החולים. והסתבר שכולם היו אחרי החיסון לקורונה שמקובל וקיים בארץ, ללוח זמנים של 5-28 ימים. זה עורר לנו את החשש. Говорить о медицинской информации. Значит, в самом начале он сказал, подождите, они готовят принудительные прививки детей. И, собственно, вот этот сценарий СПАРС, он, значит, не столько футуристический, сколько, в принципе, по плану глобофашистов, как они собираются ширять детей. А это будут страшные последствия. При том, что от самого COVID-19 очень мало людей как-то там пострадало, а дети вообще никак. А вот вакцину вколоть детям, ну, понятно, удар по иммунной системе, удар, собственно, по всему организму. И надо сказать, что протест, который поднялся в странах победившей демократии, и протест, который поднялся в Израиле, взрослые безропотно приняли Ширева, ввиду всякой внутренней динамики. Здравомыслящие люди были в основном среди религиозного населения, но не только, из конца в конец, в том числе среди отпетых либерастов, в том числе среди здравомыслящих активистов было даже кастрация трансвестит, да, значит, это самое, женщина с мужским голосом, ну, псевдоженщина, тоже среди этих активистов. Причем интересно действие либерастии. Тут, они же двумя руками за это все, но тут ей припомнили. Ага, как это, почему появляется в адвокатской одежде, которая устав адвокатов предусматривается для женщин? Она же родилась мужчина. Очень интересный вопрос. Когда, значит, население ширяют бесполезной и вредоносным вот этим ширевом, псевдовакциной, так?
И взрослые приняли безропотно. Мы сейчас посмотрим динамику людей при таком, значит, деле, вот этом, какие группы населения, как они, что, где. Вот. Но когда пошло до детей, как говорят по-еврейски, «фаркиндер тутмен блуд фаргисен». За детей люди готовы кровь пролить. И, собственно говоря, от детей отступились, и это не провели. Вот этот страшный документ СПАРС, который держите в руках, это, собственно, как планировалось дальше шариат детей. Будем надеяться, что народное здравомыслие, оно дало достаточно сильный импульс не допустить ничего подобного в дальнейшем. Так. Теперь третий документ, потрясающий, Мирового банка. Он выпущен 2 апреля 2020 года. Вообще никто не знает. Ну, сам COVID-19 как бы не был выделен, и специфически он не был выделен, но это не значит, что не существует коронавирусов, существует еще как. Сейчас мы будем об этом говорить, да. Есть 3 группы, в населении, в общем-то, складываются в периоды таких кризисов. Охранота, здравомыслящие и конспирологи. Так, вот. Специфически то, что назвали COVID-19, он не был выделен как таковой. Потому что там нету какого-то одного вот единственного. Видим штаммы, перештаммы, как оно всю дорогу, как вирусы гриппа. Можно выделить отдельный вирус гриппа. Можно в какой-то момент в каком-то месте. Так? Нету всемирного вот такого вот вируса, как, скажем, довольно устойчивые вирусы, против которых действенные вакцины разработаны тоже не просто и не сразу, и с многими жертвами, но нас сегодня это не волнует, как кор, полиомиелит, да, вот. А с этими товарищами, которые вызывают ОРВИ, с ними четко так не выделишь что-то одно. Значит, World Bank 2 апреля 2020 года, вообще ничего не понятно, ничто куда. План на годы вперед, как закабаляются страны под планы Всемирного банка, все должны покупать вакцины. У кого нету денег, мы им дадим кредиты, которые, если они не могут расплатиться деньгами, они будут расплачиваться, правильно, дети, своим госимуществом и недвижимостью, то бишь землями. И все это чудесно тут расписано. Так, вот. Документ Всемирного банка, кто владеет этим благородным языком, пожалуйста, тоже могу подарить. Собственно, я это держал для этого нашего коворкинга. Да, есть вопрос? Конкретика та, что мы видели, но еще. Карантины, школы закрыть вообще. Кто вообще закроет школы, получит деньги. Но это все сказал наш глава государства. Еще весной 2020 года сказал, что предлагали $1 миллиард за то, чтобы остановить производство. Я их послал, значит, там это самое. Но Минздрав получил свои гранты за свое тихое копание, которое он проводил, да. Ведь, собственно, было, ну, у нас сомкнулись, сейчас перейдем к этому, закончим секунду про банк, но раз уж вспомянули, да, значит, фактически даже вынудили главу государства в какой-то момент сказать, что кто хочет, может в школу не ходить. Так, и пытались влиять, не проводить парад Победы, но он у нас был. Парад 75-летия Великой Победы проходил в столице союзного государства, в городе-герое Минске, и только там. Вот. И у меня сумка такая есть вертикальная, я на нее ходил, наклеивший это дело, даешь парад Победы, а как парад прошел, вот такое, дети в школу. И люди еще говорили, какой школа, учебный год кончается? Я говорю, ну, надо до конца учебного года школу посещать. Значит, кто полностью закрыть учебные заведения? Ну, мы помним эти бредни по удаленку, давайте учиться на удаленке. Вот, выходило у нас свободно, страшные времена, да, ну, как бы, хвала Творцу за все. Спокойно выходила бы чебесная пресса, была на всех углах. И вот есть такой сотрудник Академии наук, Одиноченко, псевдокатолик, так, бочебес упоротый. И вот в экстремистской газете «Народная воля» была его статья, что, ну, конечно, наше отсталое государство не готово к переводу системы образования на удаленку в условиях эпидемии. Так вот, Всемирный банк обещал бабки. И вот, значит, result, framework, вот мы, значит, как будем работать.
программа, которую мы установили, сокращение производства, закрывать школы, полные, значит, карантины и всякое такое. Вот, бейзлайн, они все любят таблицу, даже то, что мы можем двумя словами сказать и даже двумя руками показать без слов, все понятно, как бы, да, там, от нуля и дальше. Они любят табличку, все, у них мышление такое. Вот, бейзлайн, 0, 0, 0, в данный момент нету ничего. Мы запускаем этот фреймворк и результаты. 50 стран им надо обтичить со своей этой программой. 50 стран. Это же не все выкладывается в открытый доступ, товарищи. Они знают, что такое 50 стран, или на самом деле их будет не 50. Именно они хотят загнобить развивающиеся, или где-то будут скупать недвижимость. Это же все не выдается, это документ, который в открытом доступе, так? Но что интереснейшее? Значит, 50 стран, они выходят на уровень 50 стран по этим всем пунктам, а вот заключенные договора это 150. То есть каждая страна, которая попадает в пастку, с ней 3 договора на тему ковида уже заключено. То есть сразу, да, если тебя повязали, то это не то, что тебя вводят за какой-то легкий ошейник, как извращенца на гей-параде. Тебя сразу берут за ручки, за ножки и за ошейник. Сразу 3 договора. Это страшно интересно. 50 стран, 150 договоров по ковиду. Вот, это документ Всемирного банка. 2 апреля 2020 года. Как мы заставим всех покупать эти самые вакцины. Вот, теперь возвращаясь к тому, что я начал. На нашем белорусском телевидении прозвучали, слава богу, здравомыслящие слова, не совсем впервые. В конце лета, осенью 2020 года было несколько программ с Пламеном Пасковым, который, собственно, дезавуировал как вирусолог, вообще специфически его специальность, так сказать, да, помимо того, что он политолог, дезавуировал все вот эти, значит, связанные с COVID-19 фейки. В частности, он поднял этот вопрос, что невозможна эффективная вакцина. Как мы потом сегодня будем говорить про книгу полковника Супотницкого, да, я вот раздал листочки интересные, да, где он объясняет, что невозможна эффективная вакцина. Такие они подлые. И в отношении эффективности масок он сказал прекрасную вещь, что, значит, помогают как чугунная сетка на магистрали от комаров. Потом стерли на БТ все эти ролики с Пламеном Пасковым. Я посылал запрос, и они предложили там один ролик, который был совершенно другой, и там между делом помидалась пандемия ковида, все. Это стерли. Ну, этот ролик уже, значит, много людей успело записать, и будем надеяться, что он означает полный поворот в политике. И вот там было завершено очень правильным оптимистическим моментом, который мы все должны знать, когда мы сейчас будем смотреть, чем здравомыслящие отличаются от конспирологов. Значит, инициированная всемирная пандемия, если действительно выпускают какой-то вирус, он может быть только такой безвредный, в общем-то, даже относительно обычных сезонных гриппов. Почему? Потому что не разработал глобальный капитал такой вирус, который малоимущего, как сказал поэт Баурызман, хотя и зребный, сожрет, а хозяев жизни он не троллит. Поэтому реальный такой не выпустят. А что выпустят? Да, выпустят псевдовакцину, которая будет наносить страшный урон здоровью людей и их выкашивать. Потому что кому будут ширять, кому нет, тут они уже владеют. У них в руках игла. И они знают, что кому будет вколото. Так? Есть такой термин, значит, медицинский на иврите. Ацва. Ацва это, значит, пачка вакцин. Специфически. Пачка вакцин. Корень слова там древнееврейско-арамейский, который означает совместное что-то. Да, из слова цевет, да, скажем там. Экипаж там, или расчет, да, как военных. Пожилые люди после 85 оказалось, что они начали через 40 дней после вакцинации начали умирать. Значит, новости из Израиля, которые идут впереди всего, это вакцинация от COVID.
И пожилые люди, которые получили вакцину, уже сообщают новости, а теперь, внимание, услышьте, умирают более высокими темпами, чем предыдущий период коронавируса, когда не было еще вакцины. Вот этот текст, он размещен в таком Дэвид Сигал, значит, на Фейсбуке его можно найти. Так вот, как же нам, что же нам дальше понимать? Делаем следующие выводы. Значит, после начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 лет умерло от короны больше пожилых людей, чем за весь 2020 год. Только вдумайтесь, и с ума можно сойти. При этом в этой группе 85 после 85 вакцинировалось 87% людей. То есть из 100 человек 87 приняли вакцину. Так вот, вот такая статистика. За весь год, когда был коронавирус, за год, 2020, там еще хвостик, умерло людей за 85 лет, которым от коронавируса 851 человек. Это за весь год. То есть 851 разделите на 12, и вы поймете, что порядка там, сколько там, 6-7 человек умирало, да? А нет, извиняюсь, чуть больше. Ну, неважно. Сами сделайте это все. На 12, может, больше. А за 40 дней после вакцинации, за 40 дней умерло 930 человек. Итак, 851 человек умерло, страна маленькая, Израиль, за год, а здесь за 40 дней 930 человек покинуло землю с группой риска после 85 лет. Правда, огромный успех в спасании людей группы риска, кому за 85 лет. Просто удивительно, как это евреи пошли на такое, я просто не могу понять, ведь они же так берегут себя. И вот название, значит, пачка вакцин. И вот с какой отсвы кому вколят, знают только те на складе, кто выпускают, кому будет какая отсва. И населению в Израиле, конечно, кому-то кололи плацебо, кому-то вкололи разные модификации, и все это четко отследили. Мы об этом будем говорить дальше сегодня. Вот, то есть планы глобофашизма были четкие на организацию вот этой самой пандемии. Им понравилось это дело. Надо сказать, что вот этот Сотон, так, был недоволен тем, что произошло. Вот давайте посмотрим, что он говорит. Если мы хорошо проведем работу с новыми вакцинами, системой здравоохранения и охраной репродуктивного здоровья, нам удастся сократить население на 15%. Все посмотрели? Вот. Значит, давайте еще раз посмотрим на него. Это прямо записаны его слова, как оно есть. Вот. И он требовал всех вакцинировать. Если хорошо поработаем, он остался недоволен тем, что не провакцинировали всех жителей Земли. Но вообще им понравилось. И, как на БТ сказали, Всемирная организация здравоохранения, она уже работает в ожидании буйства, всепланетного буйства, это название с БТ. То есть, к здравомыслию, значит, наш официоз пришел в конечном счете. Наш скорбный труд не пропал. К всепланетному буйству пандемии болезни X. Что за болезнь, еще не знает, но точно знает, что она будет. Вот, значит, смотрим теперь. По медицинским аспектам еще поговорим. Поняли принцип, что псевдовакцины, которые подрывают репродуктивное здоровье людей, способствуют всемирному сокращению населения. И об этом, собственно, главный идеолог климата, сокращения населения, экологии и т.д. об этом прямо говорит. Мы должны хорошо поработать с вакцинами и с репродуктивным здоровьем. И тогда мы сократим население. Надо сказать, что все эти вещи, они были заложены
гениальным геостратегом американского имперофашизма, который перешел в глобофашизм, Генри Киссинджера в своем докладе НССМ-200. К сожалению, его по сей день нет на русском языке. Мы видим тут все знакомые названия, фонды ООН, и он говорит, что у них должна быть решающая роль в сокращении населения в мире. Это доклад, который посвящен сокращению населения в мире. Начинается он без обиняков, сообщением того, что на той момент 6% мирового населения составляют США, потребляют 20% мировых ресурсов вместе со своими союзниками, непосредственными в НАТО. Не с каким-то там банановым диктатором там в Гонолулу или где-то, да, вот, с НАТО 40%. Большой экономический рост в странах третьего мира, которые называют недоразвитыми. Резкое сокращение смертности. Вы представляете, говорит он, смертность сейчас в недоразвитых странах, LDC, Less Developed Countries, меньше, чем был в Европе в 19 веке. А почему это так было в странах третьего мира? 72 год. Почему? Потому что было такое святое государство, Советский Союз, которому не могут простить, что оно, как любое государство, преследовало свои оборонные и геополитические цели, да, чтобы не сожрали. Да? Вот. Но оно действительно сотворило колоссальные блага всему человечеству. И не было до этого государства, такого государства в мире, но я уже не говорю, что после этого такого нету, это ясно всем, да, вот, которое бы столько добра сотворило вообще просто массе, сотням миллионов, миллиардам, может быть, людей на земле. Поэтому была смертность невысока уже в тот момент, ниже, чем в Европе в 19 веке, в странах третьего мира. Сегодня все прекрасно, усилиями геев-дебилцев и усилиями фондов ООН после падения Советского Союза смертность страшная в странах третьего мира. Отставлена в сторону борьба с инфекционными заболеваниями. Задача была поставлена бюджеты здравоохранения, собственно, разграблять на все новые и новые проекты по предотвращению рождаемости, как Киссинджер вначале предлагал, потом это было творчески, спидозвон пошел тоже, покупайте все лекарства от спида, сейчас вот предлагал Всемирный банк, покупайте все вакцины от ковида. То есть разграбление ресурсов здравоохранения стран третьего мира. И четко сказал задачи Киссинджер в 1972 году. Если будет продолжаться их экономическое развитие, а сказал он, экономическое развитие у них опережает рост населения. Советский Союз был на карте мира, так? И они сожрут свои ресурсы. Нам, хозяевам жизни, не останется все, что мы хотим загрести. Поэтому надо сокращать население. А дальше эти указания великого кормчего геостратегии американского имперофашизма были далее все новое развитие в жизни, в частности насаждение извращений. И вот мы видим, как все последнее десятилетие они уже вынашивали эти самые планы. Они не были секретом. На просторах русскоязычного интернета вымарывался, снова появлялся ролик, где говорилось, и это еще много лет назад, говорилось, что будет такой безобидный какой-нибудь вирус, полная пандемия, от него всем раздадут вакцины, от которых люди начнут умирать тихо, незаметно. И, собственно говоря, это то, что, в общем-то, у нас перед нами происходило. И план был запустить это дело на детей. Возможно, что тот отпор, который, в общем-то, начал кристаллизовываться, консолидироваться и в странах западной демократии, и в Израиле, которому уготовили участь концлагеря для медэкспериментов конкретно, люди не пошли уже ширять детей. И пока что оно обломалось. Но написано план на 25-28 год. Главное противостояние будет в информационной
сфере. Почитайте внимательно это дело. Кто знает, 25-й год еще не наступил. Заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии.